В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Госдума в первом чтении приняла поправки, которые предусматривают упрощенный порядок принятия решений о создании территории опережающего развития на Дальнем Востоке. Согласно поправкам, Кабмин будет иметь возможность объединять несколько ТОР, входящих в состав одного субъекта Российской Федерации. При объединении территорий с различными правовыми статусами будет применяться действующий порядок, согласно которому за участниками ТОР сохраняются все права, представленные на момент получения статуса резидента. Объем добычи угля на Эльгинском угольном комплексе в Якутии в годовом выражении достигнет 18 миллионов тонн, а к 2023 году увеличится до 45 миллионов тонн. Кадровая потребность на Эльге на данном этапе развития составляет порядка 10 тысяч человек с перспективой развития до 20 тысяч. В связи с этим решено создать специальную образовательную программу для подготовки кадров на базе Южно-Якутского технологического техникума и Технического института СВФУ в Нерингре. В настоящее время на месторождении работают почти 2000 человек. «Газпром» построил 261 километр участка газопровода «Сила Сибири» от Кавыктинского до Чаендинского месторождения. Таким образом, «Газпром» построил уже 32,5% участка «Силы Сибири» от Кавыкты до Чаенды. Отметим, что Кавыктинское месторождение будет подключено к «Силе Сибири» в конце 2022 года. Пока на этом месторождении идет строительство первоочередных объектов обустройства, начаты фундаментные работы и монтаж металлоконструкций на площадке установки комплексной подготовки газа номер 2. Продолжается эксплуатационное бурение. Также «Газпром» продолжает обустройство Чаендинского месторождения в Якутии. В прошлом году на Чаенде были в том числе запущены в работу установка предварительной подготовки газа и более 100 газовых скважин. В планах на 2021 год, в частности, увеличение фонда эксплуатационных газовых скважин. Совет директоров высочайший рекомендовал собранию акционеров направить более 7 миллиардов рублей на выплату дивидендов за 2020 год. Как следует из материалов компании, дивидендный доход будет формироваться из около 3 миллиардов рублей чистого дохода и 4,5 миллиардов рублей нераспределенной прибыли прошлых лет. Однако компания уже выплатила акционерам дивиденды за 6 и 9 месяцев прошлого года. Таким образом, окончательная выплата составит порядка 2 миллиардов 670 миллионов рублей. На одну ценную бумагу придется по 48,5 рублей. Якутия получит около 23 миллиардов рублей в виде дивидендов от «Алросы» по итогам 2020 года. Ранее сообщалось, что «Алроса» намерена выплатить дивиденды за второе полугодие 2020 года в размере 9 рублей 54 копеек на акцию. Соответствующее решение должны принять акционеры на годовом собрании 16 июня. За первое полугодие 2020 года компания не выплачивала дивиденды из-за отрицательного свободного денежного потока. Отметим, что республике как акционеру принадлежит 25% акций компании, 8 районам в совокупности еще 8%. Исходя из этого, Якутия получит около 17 миллиардов 600 миллионов рублей в виде дивидендов по итогам 2020 года. Помимо этого, 8 улусов, которым принадлежат пакеты акций компании, получат в качестве дивидендов более 5 миллиардов 600 миллионов рублей. Компания «Алроса» получила положительное заключение глав госэкспертизы по проекту отработки запасов подземного рудника «Удачный» до отметки 780 метров. В ходе проведения инженерных изысканий на месторождении был пробурен ряд контрольных скважин глубиной до 13 метров. Лабораторные работы позволили изучить физико-химические свойства грунтов и водных вытяжек из них. Кроме того, специалисты компании провели сбор, систематизацию и обработку материалов изысканий прошлых лет, а также камеральную обработку материалов полевых и лабораторных исследований. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.